Достаточно одной специи. Студентка аграрного университета придумала новый рецепт козьего сыра. Продукт приобретает ореховый вкус благодаря единственному ингредиенту. Секретный рецепт теперь знает и наша Евгения Андреева. Студентка аграрного университета придумала новый рецепт козьего сыра. Айсилу Нафикова добавила в продукт семена пажитника. Такое решение позволило избавиться от специфического вкуса и запаха молока, но при этом сохранить все полезные свойства. Производство, говорят технологи, дело непростое. По составу козье молоко сильно отличается от привычного нам коровьего. Да и такую технологию к мягкому сыру применили впервые. И мы с своим руководителем Светланой Георгиевной разработали вот эту рецептуру по производству добавления пажитника. Мы хотели попробовать, потому что еще с мягким сыром еще не было, только полутвердым сыром. Специя придает готовому продукту ореховый вкус. Кроме того, пажитник обладает полезными свойствами. Снижает холестерин, уровень сахара в крови, а еще улучшает память и пищеварение. Разработку по достоинству уже оценили башкирские сыровары. Они приступили к изготовлению продукта. Сыровары уже подхватили эту идею и приступили к выработке мягкого сыра с пажитником. Им этот сыр очень понравился. Сами авторы идеи на достигнутом останавливаться не собираются. Айсилу в будущем даже планирует открыть собственную сыроварню. Хочу обучиться в магистратуру, потом, может, что-нибудь свое, какое-нибудь дело открыть. Производство сыров. Кстати, это не единственная разработка факультета пищевых технологий. В списке йогурт из кобыльего молока и диетический чак-чак с толканом и пчелиной пыльцой. А еще в аграрном научились сублимировать кумыс. Интерес к напитку в виде порошка проявили даже Америка и Арабские Эмираты. Новые перспективы открывает перед башкирскими технологами и козий сыр с пажитником. Евгения Андреева, Ильшат Давлетбердин. Вести, Башкортостан.